Всем доброго утра, с вами снова я, Реми Демеев, и с вами опять-таки бородатые советы. Сегодняшний свой выпуск я решил посвятить автомобилям. Задался как-то недавно вопросом, точнее мне задали вопрос, а не стоит ли тебе уже поменять свою заезженную лошадку? Я подумал, стоит, но а как выбрать новую? Точнее не новую, а БУ автомобиль. На что стоит обращать внимание, чтобы не быть обманутым, и что стоит обязательно проверять, чтобы в итоге не купить кота в мешке. Итак, сегодняшний наш выпуск о том, как выбрать БУ автомобиль. Что ж, поехали! Добро пожаловать на нашу новую секретную базу. Просто куколки. На них смотришь, и душа радуется. Цены, когда узнаешь, уже перестает радоваться душа. Первое, лично для меня, в выборе автомобиля, тем более БУ автомобиля, и на что я советую вам обращать внимание, это документы. Первое, самое главное и основное, это документы. Всегда проверяйте целостность пакета документов, то есть это и ПТС, это и, собственно говоря, документы на машину, и все на свете. Владелец. Сколько было владельцев у автомобиля? Не является ли данный продавец перекупщиком? Потому что если это перекупщик, то цена автомобиля взлетает моментально в разы. На это тоже обращайте внимание. Понятное дело, чем меньше владельцев автомобиля, тем, собственно говоря, лучше эксплуатировался данный агрегат. Итак, вот агрегат, на котором я сегодня остановился, который мне любезно был предоставлен его владельцам, которому, видимо, нечего скрывать, потому что все, кого не спросишь, а можно поснимать ваш автомобиль, а можно вот для съемок нам нужно. Не. Собственно говоря, на примере этого автомобиля я попробую вам рассказать и примерно объяснить, на что нужно обращать внимание и на что нужно смотреть. Первым делом нужно обращать внимание на состояние кузова. В идеале, конечно, проверять машину, билась ли она, не билась. Есть лишь поклевка под слоем краски или нет, то это проверять прибором толщиномер. Приборы можно как и в аренду взять, так и приобрести его на определенных сайтах. Он не такой уж и дорогой. Он на самом деле сильно вам поможет не ошибиться, не купить битую машину. Каким образом проходит проверка? То есть прибор прикладывается к кузову, и он показывает толщину. В идеале проверку нужно начинать, да и в принципе всегда с крыши. То есть крыша у нас это наиболее, скажем так, защищенный от ударов, от деформаций участок. То есть если это только машина не переворачивалась. То есть ее мы берем как шаблон, как эталон толщины остального кузова. Потом мы проходим по аркам вдоль и поперек. Смотрим, не менялись ли у нас крылья передние, не менялись ли у нас задние крылья, не переваривались ли они. То есть, если они переваривались, если они менялись, это значит, что автомобиль был битый. И насколько он сильно битый был, вот здесь уже нужно смотреть снутри. Пойдем посмотрим. В первую очередь, когда мы открываем багажник, я лично обращаю внимание, как я понял, нужно обращать внимание не на состояние, не на чистоту, вот на эти маленькие детали. То есть на крепежные болты. Здесь они целые. Плюс краска матовая. Завод-производитель, он выпускает внутренние части матовые. То есть если наружная у нас, мы вот посмотрим, она глянцевая, то вот эти внутренние части, они идут матовые. Краска здесь не снята. То есть это заводская заклепка, это заводской
заводская сборка, не трогали багажник, он не битый. Дальше что мы делаем? Поднимаем полики, поднимаем коврики, смотрим. Да? Изоляция. Она установлена уже самим, видимо, владельцем, потому что с завода она такая не идет. Здесь, как правило, бывают поролоновые вставки. Смотрим на вот это все, не стесняемся. Задняя часть автомобиля, она целая. Это уже хорошо. Дальше мы переходим к мотору. Что у нас под капотом и в принципе. Тоже определяем, да? То есть менялся ли капот или нет, менялись ли здесь крылья или нет, трогались ли они или нет. Вот смотрим. Краска с болтов не снята. Как я уже говорил, если вот мы сейчас сравним вот наружную часть, да, покраски и внутреннюю. Здесь идет глянец, здесь идет матовая часть. То есть, опять-таки, крылья родные, крылья не трогались. Переходим к мотору. Что самое главное лично, опять-таки, по моим этим всем наблюдениям в моторе, я понял, что вот такой мотор, имеется в виду грязный, да, то есть не помытый, это хорошо. То есть владельцу автомобиля нечего скрывать. Как правило, чистые моторы, которые помытые, вот вы приходите на рынок, авторынок, посмотрите мотор, и он прям блестит весь. Я бы задумался. То есть, почему задумался? Потому что, значит, хозяин автомобиля что-то скрывает. Он помыл, чтобы убрать подтеки автомобильных жидкостей, то есть подтеки масла где-то течет, видимо. И вот это все, он помыл, чтобы мы этого не видели, чтобы покупатель потенциально этого не видел. Значит, с мотором какие-то проблемы. Здесь, видимо, хозяину нечего скрывать. Автомобиль абсолютно чист. В плане того, что чист именно, он не обманывает. Да, мотор грязный, но при этом мы, значит, можем увидеть все недостатки, которые могут быть. Но при осмотре я смотрю, что никакого подтека, ни одного нету. Это уже хорошо. То есть вот на это тоже обращайте внимание. Казалось бы, мелочь, но это, наверное, один из самых главных советов автолюбителей и профессионалов, которые занимаются покупкой автомобилей. То есть грязный мотор – это хорошо. Небольшое дополнение такое. Когда мы проверяем с толщиномером, обязательно пройдитесь не только по наружной части автомобиля, то есть кузова, но и пройдитесь по арке полностью. То есть за водителем. Здесь тоже это могло биться, здесь тоже могло меняться, где-то может быть и сварка даже была. Проверяйте всегда уплотнители. Заводские уплотнители, как они сидят, что они из себя представляют. То есть вот эти моменты, казалось бы, мелочи, они на них и проявляются. Всегда заглядывайте вовнутрь, как мы это сделали. Заглядывайте под капот, заглядывайте под багажник, поднимайте коврики, поднимайте полики, смотрите именно внутреннюю часть. Потому что если машина сделана здесь, она вроде красивая, вроде хорошая, но, как правило, мастера и те, кто перекупщики и продают машину для продажи, то есть подготавливают машину для продажи, они не заморачиваются за тем, чтобы убрать вот эти все нюансы снутри. Тем самым это плюс для вас, вы можете это все увидеть, можете это все узнать. Обязательно документы. Ребята, повторяюсь, это и много раз буду повторяться, проверяем документы. Сверяем всегда ВИН-код. Сверяем всегда ВИН-код и в ПТС, и на моторе. Смотрим, не была ли перебита табличка, целостность ВИН-кода, читаемость ВИН-кода. Целостность самой таблички, то есть не вырезали ли ее и не поставили другую. Очень много случаев, когда машина была либо краденая, либо это просто, знаете, как вот этот монстр Франкенштейна, собранный из разных частей. И ты смотришь, здесь один ВИН-код, там другой, а те ее продают вообще как третью машину. То есть, чтобы не попасться вот на такие моменты, не попасться на таких мелочах, обязательно очень-очень внимательно относитесь к документам. Документы должны быть с водяными знаками, они не должны быть потертые, смытые, то есть они все должны быть чистые. Сверять наличие хозяев, опять-таки повторяюсь, сколько было хозяев, а кто был предыдущий хозяин, а есть ли информация у этого хозяина о предыдущем хозяине, то есть потому что могут возникать вопросы, на которые может ответить не этот, а только тот хозяин.
Вот эти моменты тоже. Ну и, наверное, одно из таких тоже заключительных, но немаловажных, это подъемник. Мы отгоняем машину на подъемник, нам ее поднимают, и мастер ее осматривает уже снизу. То есть эта коррозия не начала ли гнить машина снизу, не начало ли гнить дно, ходовая часть и такие мелочи, как сальники, амортизаторы, пружины. Еще такой, кстати, момент, вот мне недавно сказали, на отечественных автомобилях, если вы берете отечественный автомобиль, первым делом нужно заглядывать вот сюда вот. То есть мы смотрим именно под крышку бензобака, да, и здесь максимально показывается, насколько автомобиль подистрепанный. Да? То есть гниет ли он, не гниет, коррозия есть или нет. Внутри это никто практически не убирает. Соответственно, внутри вы все увидите. Это такой небольшой тоже совет, именно что касаемо отечественных автомобилей, уже пожилых, уже в возрасте. Собственно говоря, на этом, наверное, мы и закончим. С вами были Бородатые Советы и я, Ремень Демеев. До новых встреч. Покупайте качественные автомобили. Не будьте обмануты. Пока.